Здравствуйте, близнецы! Спасибо, что зашли на мой огонек. Сегодня мы посмотрим для вас таро-прогноз на июнь месяц 2020 года. Напоминаю, что этот прогноз будет общий. Работать буду на 3 колодах. Первая колода нам расскажет главное событие этого периода. На второй мы посмотрим личную жизнь. И третья нам покажет работа, финансы, что там будет происходить. Итак, начинаем. Июнь 2020 года для знака Близнецы. Личная жизнь. Здесь у нас будет 3 позиции. Для тех, кто в данный период одинок. Для людей в браке. И третья позиция для тех, кто в паре, но не в официальном браке. Третья колода. Работа. Здесь у нас также будет 3 позиции. Первая позиция для тех, кто ищет работу. Для тех, у кого есть уже работа, что происходит там. И последняя позиция для бизнеса или для самозанятых. Теперь мы посмотрим финансы. Июнь месяц 2020 год для близнецов. Ну что ж, открываем карты. Итак, уважаемые близнецы, главное событие этого месяца у вас будет. Карты говорят, что у вас какая-то ситуация, знаете, подзависли вы в какой-то ситуации, и вам сложно принимать какие-то решения. Так как у вас нет опыта, подобные ситуации у вас не происходили. Знаете, такая вот некомпетентность. Вы не знаете, как вам поступить. И нужно выбирать, балансировать. И вам приходится находить баланс. Все так шатко, зыбко. Вы боитесь поступить неверно. Взвешиваете каждый свой поступок, каждое действие. И для вас очень важно принять решение, чтобы вы находились в гармонии с собой. Сложная ситуация для вас неоднозначная. Не имея опыта, вам приходится принимать какие-то решения. И здесь нужно быть очень внимательным. Знаете, просчитывать каждый шаг, каждый поступок, быть очень аккуратным, чтобы не порушить свою внутреннюю гармонию. Вот такой у вас посыл идет от карт. Но вы справитесь. Следующая позиция. Так, смотрим личную жизнь для тех, кто находится в данный момент без пары, не в отношениях. Но здесь, знаете, такая ситуация у вас. Какие-то проблемы, какие-то страхи, вы их как бы больше себе надумали. На самом-то деле все происходит совсем по-другому. А вот вы себе что-то накрутили, навертили и в полном таком э, подавленном состоянии, прям чуть ли не депрессия. Но вот это все у вас в голове. На самом деле ситуация абсолютно не так, как вы ее видите. Карты вам советуют отнестись к этому легко, как-то непредвзято, по-детски, потому что
принципе, не так все страшно. Вы вообще такая личность сильная здесь идете, и вам выйти из этой депрессии довольно несложно. Не скажу, что легко, но несложно. Посмотрите на это все со стороны. Карты показывают, что это всего лишь какой-то маленький отрезок времени, и что не стоит на этом так зацикливаться, потому что это не такое уж и значимое событие в вашей жизни. Что там у вас происходит, я не знаю, но все ваши страхи и депрессия, ваше подавленное состояние, это все происходит только у вас в голове. На самом деле все намного проще. Так, следующая позиция для людей, находящихся в браке. Ну, здесь прям карты, знаете, замечательные. Не знаю, что у вас как происходило ранее, но в этот период у вас будет все замечательно. Знаете, такое полное взаимопонимание, полная гармония в семье. Ну, вас можно только с этим поздравить. Все очень замечательно. Просто глаз радуется. Следующая позиция смотрим для тех, кто находится в отношениях, но не в официальном браке. Так, ну здесь карты показывают, что кто-то из вас хочет выйти из отношений, что-то не устраивает, что-то уже, знаете, как законченное, изжившее себя. И вот партнер уходит. Если это мужчина, от вас уходит ваша женщина. Если же девушка смотрит, вы уходите из этих отношений. Возможно, кто-то из вас только решает этот вопрос, уйти, не уйти. Ну, как бы, знаете, уже человек расположен к тому, чтобы закончить это все и идти дальше. Так, следующий вопрос смотрим. Работа. Для тех, кто ищет работу. Ну, карты показывают, что вы уже довольно продолжительное время ищете работу. Да, так активно предпринимаете все шаги, собираете информацию, расспрашиваете, ищете, узнаете. Ну и вот в этот период вам предоставляется такая возможность, что, скорее всего, вы найдете работу. По крайней мере, многие из вас устроятся на работу, да. Но здесь еще карты говорят, что, возможно, вот сама оплата будет не столь высокая, как бы вам хотелось, но зато коллектив будет очень такой доброжелательный, вам будет там очень так комфортно и уютно. Так, следующая позиция для тех, кто работает. Что у вас происходит на работе? А что у вас происходит на работе? Ну, знаете, такое впечатление, что у вас была какая-то или проверка, или ревизия. Вот. И вы за это очень-очень переживаете, волнуетесь, прям себе места не находите, боитесь каких-то результатов, чего-то, что-то вас очень так напрягает и беспокоит. Но карта показывает, что закончится все очень даже благополучно и никаких потрясений, никаких ужасных последствий не будет. Все будет, знаете, так мирно и гладко, спокойно. Так что зря вы переживаете. Все будет очень даже хорошо. Так, и последняя позиция для людей, которые работают в бизнесе, у которых свой бизнес, или самозанятые. Но здесь карты показывают, что с работой, в принципе, с бизнесом вашим все благополучно, работаете, все под контролем, все спокойно, никаких потрясений. Еще карты говорят, что, возможно, вы находитесь далеко от своей семьи, вот, и поэтому переживаете, скучаете, вам сложно. Если же вы с семьей, все вместе, то у вас такой период, что вам, возможно, хочется побыть одному, знаете, отстраниться. Ну, в общем, душа желает покоя, хочется какого-то одиночества, уединения. Еще как вариант вас очень беспокоит то, что вам приходится все делать самому или самой.
Весь груз ответственности, весь бизнес лежит на вас. И приходится самой принимать решения. Да, бизнес – это большая ответственность. Но у вас достаточно опыта, так что все у вас получится и справитесь. И теперь последний вопрос – финансы. Давайте посмотрим. Ну, знаете, здесь карта вообще замечательная. Десятка пентаклей, влюбленный и четверка пентаклей. Ну что, карты говорят, что с финансами у вас все будет благополучно. Есть возможность заработать, если кто-то ждал какие-то выплаты или получение кредита. У вас все получится. Вы получите эти деньги, и у вас решится финансовая проблема. Вернее, проблемы с финансами не будет. А единственная карта еще показывает, что у вас есть возможность где-то как-то еще или заработать, или получить дополнительный какой-то доход, а вот вы это упускаете из вида. Также они советуют очень внимательно и аккуратно распоряжаться этими средствами. Тщательно планировать бюджет, чтобы денежки у вас не растеклись просто, вот знаете, в никуда. Такой вот совет от карт. Ну что ж, таким был прогноз для знака зодиака Близнецы. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!